Уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск передачи «Заң және тәртіп». И я ее ведущая Жанар Белялова. Основой деятельности органов внутренних дел является принцип «закон и порядок», направленный на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в регионе. Каждый гражданин должен знать, нарушители неизбежно будут нести ответственность за свои действия. За неделю на территории области зарегистрировано 122 преступления, из которых 10 совершены в общественных местах, 8 на улице. От киберугроз до международного розыска. МВД Казахстана и Грузии усиливают взаимодействие. В Тбилиси состоялась двусторонняя встреча главы МВД Казахстана с министром внутренних дел Грузии. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности, противодействия организованной и транснациональной преступности, розыска преступников, пресечения каналов незаконной миграции и наркопреступности, а также противодействия современным схемам кибермошенничества. Ержан Саденов отметил, что Казахстан рассматривает Грузию как надежного стратегического партнера, подчеркнув высокий уровень доверия и поступательное развитие межведомственного взаимодействия. Особое внимание было уделено практическим результатам сотрудничества силовых органов двух стран. Отмечено, что договоренности, достигнутые в ходе февральской встречи глав двух ведомств в Астане, последовательно реализуются и получают дальнейшее развитие. В рамках встречи также обсуждены вопросы совершенствования договорно-правовой базы, в том числе в сфере миграции. Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в области подготовки кадров и обмена профессиональным опытом. В свою очередь, Министерство внутренних дел Казахстана подтвердило готовность делиться опытом подготовки специальных подразделений полиции. По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и развитии прямого взаимодействия между профильными подразделениями МВД. В рамках визита министр внутренних дел Казахстана также был принят премьер-министром Грузии Ираклием Габахидзе. В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-грузинского сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и правопорядка. МВД предупредило об ответственности за скупку краденных телефонов. В Казахстане снижается количество карманных краж и краж мобильных телефонов. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%. Полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам. К ответственности привлечены свыше 700 человек. Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильников. Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники. МВД напоминает, покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми. Полицейские призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте. Закон и порядок начинается с личной ответственности каждого. МВД призвало граждан соблюдать осторожность в купальный сезон. В период летних каникул безопасность детей находится на особом контроле Министерства внутренних дел. Полиция призывает родителей не допускать купания несовершеннолетних в неразрешенных и небезопасных местах. Оперативниками в Павлодаре пресечен факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. В ходе обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты запрещенные к возделыванию растения. С его слов, он приобрел семена каннабиса и высадил их у себя дома с целью дальнейшего выращивания, организовав в квартире мини-плантацию конопли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Проводятся необходимые следственные действия. Также в Павлодаре пресечена деятельность и наркокурьера. Сотрудниками по противодействию наркопреступности в результате проведенной спецоперации задержан мужчина, подозреваемый в сбытии синтетических наркотиков.
Установлено, что мужчина выполнял роль закладчика теневого интернет-магазина по распространению наркотиков. В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты 2 свертка с наркотиками синтетического происхождения. Кроме этого, аналогичные закладки изъяты из оборудованных тайников, расположенных на улицах города. Общая масса изъятых наркотиков составила свыше 5 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Подчеркиваем, легкий заработок в сети – это всегда ловушка с гарантированным финалом за решеткой. В интернете вам будут обещать безопасность, но организаторы никогда не подставят себя, они подставят вас. Сэкономленные несколько тысяч тенге обернутся годами в колонии. Подумайте о своих родителях и своем будущем до того, как поднимете или спрячете очередную закладку. На центральной набережной Павлодара дан старт масштабному антинаркотическому месячнику, приуроченному к Международному дню борьбы с наркотиками. Акция прошла в рамках республиканской концепции «Закон и порядок». Сцена Ертыс-Променад объединила сотни павлодарцев, молодежь, полицейских, волонтеров и медиков в стремлении к безопасному и здоровому будущему. Атмосферу праздника создавали динамичные концертные номера, современные танцы и показательные выступления спортсменов. Рядом с главной сценой развернулась выставка специальной техники, где каждый желающий мог рассмотреть изнутри служебные автомашины. На набережной работали полезные интерактивные зоны для горожан. Специалисты консультировали жителей по вопросам сохранения здоровья и профилактики зависимости. Сотрудники правоохранительных органов и юристы помогали павлодарцам разобраться в правовых вопросах. Самой зрелищной частью программы стало шоу кинологической службы. Служебные собаки, которые ежедневно помогают оперативникам бороться с преступностью, продемонстрировали безупречное послушание и навыки задержания. Служебный пес по кличке Буран показал свой профессионализм. Главной звездой дня признали четвероногого инспектора по кличке Блонди. Именно этот преданный хвостатый напарник полицейских дал официальный старт профилактическому марафону. В течение всего месяца Блонди вместе с кинологами будет участвовать в рейдах, открытых встречах и лекциях для школьников и студентов. Важнейшая задача этого месячника – сыграть на опережение. Нам нужно не просто пресекать преступления, но и вовремя предупредить вовлечение новых людей, особенно молодежи, в наркосреду. Только через активный диалог с населением можно защитить общество от этой угрозы. – 1617 нарушений ПДД пресечено на дорогах Павлодарской области. В рамках концепции «Закон и порядок» на территории региона проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники полиции пресекли нарушение правил дорожного движения. Многие из них напрямую связаны с риском ДТП и могли стоить людям жизни. Лидерами оказались водители, не соблюдавшие требования по перевозке пассажиров и не использовавших ремни безопасности и мотошлемы. На втором месте использование при управлении транспортных средств телефонами. И на третьем месте техническое состояние транспортного средства. 56 водителей сели за управление в состоянии опьянения. Еще 81 управляли авто, не имеющих права управления. Из них 5 ранее лишены прав. По каждому факту нарушители привлечены к ответственности. Автомашины водворены на штрафные стоянки. Полиция акцентирует внимание жителей на строгом соблюдении ПДД. Лето под защитой. Полиция Аксу проверила безопасность детского лагеря «Эко-Элен». Летние каникулы уже на подходе, а значит, безопасность детей выходит на первый план. В преддверии сезона сотрудники ювенальной полиции провели проверку детского оздоровительного лагеря. Главная задача – сделать так, чтобы отдых школьников был не просто веселым, но и абсолютно безопасным. Полицейские проверили работу частного охранного агентства и готовность персонала к любым чрезвычайным ситуациям, исправность камер видеонаблюдения и надежность хранения архивных видеозаписей, спальные корпуса, столовую, игровые зоны и внешнее ограждение территории, а также безопасность колодцев и других потенциально опасных участков на территории лагеря. По результатам детального осмотра руководству лагеря даны четкие рекомендации по максимальному усилению мер безопасности. Спокойствие родителей и счастливые улыбки детей – это главный приоритет полиции. Спасибо, что вернули моего ребенка. В Павлодаре полицейские оперативно нашли потерявшуюся девочку.
В полицию в 17:50 часов позвонила горожанка. Взволнованный голос на другом конце провода сообщил, что ее 8-летняя дочь в 14:30 часов вышла со школы и не вернулась домой. Внимание, гарнизон! Весь личный состав поднят по тревоге. Записываем ориентировку по без вести пропавшей несовершеннолетней. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав гарнизона. Подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Ориентировки были разосланы во все территориальные подразделения и розданы автопатрулям. Отрабатывался весь маршрут – школа, дом, близлежащие дома, дворы, подвальные и чердачные помещения. При проведении розыска около 19 часов во дворе дома по проспекту Назарбаева сотрудники полиции заметили девочку, схожую по ориентировке. Подойдя к ребенку, уточнили ее данные. После сообщили родителям и довезли до дома. Ребенка передали отцу. Убедившись, что с его дочерью все в порядке, отец выразил благодарность полицейским за оперативность и неравнодушие. А мы призываем родителей контролировать времяпрепровождения и круг общения ребенка, а в период школьных каникул быть предельно внимательными к детям. Секунды между жизнью и смертью. Как павлодарские патрульные вернули надежду. Настоящая драма с благополучным финалом развернулась утром в одном из многоэтажных домов Павлодара. Экстренный вызов поступил на 102. На крыше многоэтажки стоит девушка. Незамедлительно на место происшествия прибыл автопатруль батальона в составе Махсата Имамбека и Дархана Сарсимбаева. Поднявшись на крышу, сотрудники увидели плачущую девушку, сидевшую на самом краю крыши. Секунды решали все. Действовать нужно было незамедлительно. Инспектор сразу начал диалог, стараясь отвлечь внимание девушки и успокоить ее. Выбрав точный момент, чтобы не напугать и не спровоцировать падение, один из полицейских рванулся вперед и крепко перехватил девушку. Позже девушка призналась, что в последнее время страдала от тяжелой депрессии, которая и толкнула ее на этот отчаянный поступок. Сейчас с ней работают квалифицированные психологи, ее жизни ничего не угрожает. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. Если вы или ваши близкие столкнулись с психологическими трудностями, депрессией или тяжелой жизненной ситуацией, не молчите. Вы всегда можете обратиться за помощью в полицию или набрать единый телефон доверия 111. Вам обязательно помогут. Дорогие телезрители, данную передачу вы можете посмотреть и на YouTube-канале Ертис Телярнасы, адрес которого вы видите сейчас на экране. А новости о служебной деятельности павлодарской полиции можно узнать на аккаунтах Департамента полиции в Instagram, Facebook, либо в телеграм-канале poliция.kz. Такой была прошедшая неделя. Я прощаюсь с вами. До встречи. Берегите себя и своих близких.